Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня с вами Екатерина Григорьева. Сегодня мы с вами поговорим об артикуляционной гимнастике. Эта гимнастика поможет нам держать в тонусе наши мышцы, мышцы губ, языка, щек. Все мышцы лица и ротовой полости участвуют в звукообразовании, в нашей дикции, в нашем произношении. Поэтому очень важно держать их постоянно в тонусе. Для чего нам это нужно в вокале? Очень часто бывает так, что в обычной жизни мы разговариваем достаточно вяло и пассивно. Многие слова похожи на кашу. Для пения необходимо четкое произношение. Итак, предлагаю вашему вниманию несколько упражнений, чтобы пробудить наш язык. Упражнение номер 1. Представим, что наш язык – это тесто, и нам с вами нужно его замесить. Что это значит? Зубами легко покусываем наш язык от кончика языка и по всей длине. То есть делаем мы это так. Язык у нас выходит вперед и обратно возвращается в наш рот. И слегка мы покусываем. Итак, поехали. Это упражнение мы делаем несколько раз. И такое упражнение помогает улучшить кровообращение. Дальше упражнение номер 2. Все представляют звук скачущей лошади. Мы должны с вами его изобразить, при этом стараться напрягать наш язык. Я для вас покажу. Далее мы делаем с вами этот щелчок. Щелчок должен быть достаточно сильным и не вялым. Поехали еще раз. Тоже делаем несколько раз это упражнение, только должно быть очень все напряжено, то есть щелчок должен быть очень активный, очень звонкий. Далее мы будем разминать наш язык и наши щеки. Представим, что мы моем стенку нашим язычком. Итак, сначала левую щечку, потом будем с вами правую делать. Язык у нас движется сверху вниз. Показываю вам. Движение языка у нас идет по глади щеки вверх и вниз. И то же самое мы делаем со второй щекой. Это упражнение нужно обязательно делать с усилием. Поэтому очень внимательно и обращайте внимание на то, чтобы все мышцы нашего лица были, конечно же, напряжены. Итак, следующее упражнение называется «Моем зубки». Я думаю, все хорошо представляют, как это делается. Мы берем язык и круговыми движениями сначала по часовой стрелке, затем против часовой стрелки моем наши зубки. Языком мы делаем круговые движения. И в другую сторону. Молодцы. Следующее упражнение предназначено для корня нашего языка. Он также участвует у нас в пении. Как мы его будем разминать? Мы стремительно выбрасываем наш язык изо рта вперед. Затем со звуком «ас» быстренько убираем его назад. Как это выглядит? Смотрите, мы сначала выбрасываем язык вперед. Потом со звуком «ас» его как будто бы проглатываем. «Ас». Ас, 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 ас. Должно быть все очень-очень напряжено. Таким образом мы растягиваем корень нашего языка. Итак, после того, как мы размяли наш язычок, мы должны размять наши губы. Итак, что мы делаем? Простое и легкое упражнение. Нужно покусать наши губы, чтобы к ним прилила кровь. Кусаем нижнюю губу. Тоже вправо, влево, все, чтобы была покусана вся нижняя губа.
Дальше мы делаем верхнюю, затем верхнюю. Покусали. Может быть, сразу прилить кровь и чувствоваться, что губы начнут гореть. Это правильно, вы все делаете. Дальше, следующее упражнение. Мы как бы должны с вами закусить губы, как бы втянуть их внутрь себя. Да? Прикусили губы и втянули в себя. Дальше губами мы должны делать очень звонкий, четкий хлопок губами. Не старайтесь делать это вяло, это должно быть очень звонко. Еще раз. Тоже все мышцы лица, все должно быть у нас напряжено. Далее мы вытягиваем губы вперед трубочкой. Трубочкой вперед губы вытягиваем и крутим сначала в одну сторону, потом в другую. Здесь есть важное замечание. Должны крутиться только губы. Ни в коем случае нельзя, чтобы крутилась челюсть. Итак, работаем только губами. Поехали. Вытянули губы вперед и крутим по кругу. И в другую сторону. Контролируйте челюсть. Челюсть должна стоять на месте. Хорошо, молодцы. Дальше. После того, как мы покрутили губы, еще одно замечание. Когда вы будете проделывать это упражнение, очень важно не торопиться, а прорабатывать тщательно каждый поворот. Дело не в скорости, а в качестве. Далее, после того, как мы покрутили в одну и в другую сторону, мы с вами будем расплываться медленно в улыбке, но не оголять наши зубы. То есть мы также вытягиваем наш пятачок вперед и растягиваемся в улыбке, не оголяя зубы. И обратно. Все мышцы у нас. Сначала раз в улыбке мы расплываемся, не оголяя зубы. Да, давайте все вместе попробуем тоже. Это мы делаем с вами очень медленно. Поехали. Вытянули вперед. Да, зубы не показываем. В улыбку. И обратно. Значит, задача этого упражнения медленно расплыться в улыбке так, чтобы давило на щеки. А потом обратно медленно мы стягиваем губы в наш вытянутый пятачок. Так мы делаем несколько раз. Есть другое такое же упражнение, только убыстряем темп. Мы уже вперед вытянули наш пятачок и быстро, не медленно, а быстро уходим в улыбку. Да, то есть быстро вперед в улыбку, вперед в улыбку. Все щеки у нас задействованы. Еще одно есть похожее упражнение, которое называется грустный и веселый клоун. Здесь мы уже с вами задействуем все мышцы нашего лица, и брови, и глаза, и щеки, и губы, все. Значит, когда мы делаем грустного клоуна, у нас хмурятся брови, опускаются глаза, вытягиваются вперед наши губы. Нахмурились. Потом улыбнулись. Резкая, быстрая смена настроения. Улыбнулись, брови подняли, глаза открыли, щеки натянули, улыбку с зубами. И так можно несколько раз. Нахмурились, улыбнулись,
нахмурились, улыбнулись, нахмурились, улыбнулись, нахмурились, улыбнулись. Отлично. И далее мы остаемся в положении веселый клоун и должны зафиксироваться в нашей максимальной улыбке, максимально напрячь щеки, губы, все мышцы лица. Так мы держим с вами до 10 счетов. Поехали. Брови, глаза, щеки, губы. И, конечно, в конце сбросить все губами, чтобы убрать наше с вами напряжение. Лицо хорошо у нас с вами, язык, губы, лицо, щеки, все наши мышцы лица хорошо проработались. Поэтому я вам желаю, говорите и пойте с удовольствием. До свидания.